Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня 10 июля. Здравствуй, мой дом родной. Родной мой порт, улица Жуковского. Решил я поехать в Тулагино-Кильдямский наслег. Поселок Кильдямцы. Там проточка есть. Карасева. Когда-то мне подписчик писал, что я чуть-чуть не доехал 300 метров. Поеду там обследую. В Акчемцы я не поехал. На реке вода упала жесткая. И там, мне кажется, тоже вода упала там. Места незнакомые. Решил туда не ехать. Все, вперед. Мархинскую дорогу. Асфальт укладывает. С правой стороны второй слой уже положили. Класс. Где пост ГАИ старый, помните? На ДСРе. Там круговая будет. Круговое движение. Марха, привет. Вот здесь асфальт положили. Скоро будет нормальная дорога. Кусочек. Жатай, приветствую тебя. Проезжаю поселок Жатай. Привет, поселок Сырдах. Заезжаю в поселок Сырдах. Дальше Тулагино будет. Поселок Тулагино проезжаю. Дальше будет поворот налево. И до Кильдямцев. Соревнования какие-то проходят по стрельбе из лука. Кильдямцы 4 километра, Хомустах 33, Намцы 53 километра. Все, подъезжаем к Кильдямцам. Вот про эти старые дома я снимал видео. Можете посмотреть, там я вблизи их снял. Одни из исторических домов в Якутии, которые остались. Камалас Юряге написано. Камалас Юряге. Протока Кангалас. Это памятник стоит героям гражданской войны, устанавливающими советскую власть в Якутии. Вечная память героям. Все, немножко осталось. Здесь я буду сворачивать налево. Хомустах 29, Партизан 36, Намцы 48 километров. Вот по этой дороге я заезжаю в Кильдямцы. Вот такой небольшой поселок. Имеется несколько каменных домов. Сейчас проехали там исторический дом 18-19 веков. Он небольшой, вот сейчас после вот этих домов он заканчивается. Вот здесь такие каменные дома стоят. И там на развороте, короче, я поехал в ту сторону. Я думаю, там дальше нету. Потом мне подписчик написал, что я не доехал немного, метров 300. Вон там за фермой. Куда там ехать, я не знаю. Сейчас посмотрим. По дороге, наверное. Поедем. Посмотрим. Местные коровки кильдямские ходят, травку щиплят. Это, видать, старые хатоны или что? От Советского Союза, вот что осталось здесь. Разруха. А вон там новые постройки. О, мой друг Еврашка пробежал. Так, вижу чаек. Видно, там протока где-то рядом.
поеду по этой дороге. Так, где-то в этом районе. А, чайки, они на ферму слетаются, оказывается. Но здесь трубы проложены для воды, для откачки. Значит, здесь протока есть. Ну, по карте здесь протока есть. В каком она сейчас состоянии, может и воды быть мало. Такое интересное место здесь. Да, проточка вот это, наверное, здесь. Да, вот она, эта протока. А, вот она, да. Вот она, это озеро. Ну, протока, вернее. Небольшая. Надо где-то встать. Утки полетели вон. Вон полетела. Вон она насела. Сейчас покажу. Уточка. Вон она сидит. Ой. Вон сидит, 3 утки полетело. Черки. Черочки. Ох, нифига, сколько уток полетело. Офигеть. Море уток полетело, штук 10, наверное. Да, я думаю, здесь рыбалки не будет. Что-то мелковато. Даже отсюда видно. Вон дно видно. Мелко совсем. Совсем мелко. А утки уже начинают собираться. Красивые места здесь. Все, ребята, рыбалки не будет. Аккумулятор сдох. Да что такое сегодня, а? Я уехал, хрен знает куда. Поселок далеко, вон он. А тут машины-то и не ездят. Блин, что делать-то? Ой, елка, старушка завелась. На нейтралку поставил, короче. Ключ не вынимается, блин. Что за хрень? Поставил на нейтралку, немного вот так потягал машину. Вперед-назад. И завелась. Где-то ток уходит. Кто знает, ребята, специалисты. Подскажите-ка. Ай, красота-то какая. Какая красота, смотрите. Они на водопой пришли. Коровки наши родные. Это сладкие. Какает стоит. О, сколько их много-то здесь. Смотрите сколько. Как в советские времена. Вон пастух идет. Красота, смотрите, сколько их много. Обалдеть. Красота. Да, ребята, кильдянцы меня что-то не пускают сюда. Аккумулятор-то уж должен был зарядиться. Столько я проехал-то километров-то. Нашел утечку тока, рычажок переключения зеркал до конца не выключил. Оттуда уходил ток. Нормально сейчас работает. Так, съезжу-ка я на Жатайскую дамбу. Там посмотрим. А машину на пригорке поставлю, чтобы с толкача завести, если что. Но что-то не в порядке с машиной стало. Аккумулятор-то новый, я его в том году только купил. Разряжается постоянно и все. Генератор, что ли? Да вряд ли генератор. Где-то утечка идет, тока, видать. Так, дорогу эту среднюю сделали. На середину Жатая, которая выходит. Она какая-то узковатая.
Чуть на метр надо было пошире сделать. Узко совсем. Так, ну сейчас приехал на Житай. Ох, тут протока-то как упала. Ё-моё. Смотрите. Сюда стоят. На песке. Ох, а с правой этой стороны что творится? Ребята, там вообще труба. Вот, смотрите, как вода здесь упала жестко. Смотрите, там что творится. Пески. Сплошные пески. Офигеть. Блин, да что такое? Сегодня какой-то неудачный день прямо. Да, второй час катаюсь уже. Почти 2 часа уже езжу. Вот места хорошие, блин, тут воды мало. Не, вода есть, конечно. Да. Жестко песок вышел. Жестко. Вообще труба. Что с протокой стало-то? А где вода? Ну все. Рыбалки сегодня не будет. Вот здесь мы рыбачили. Вот на этих местах, смотрите. Да, смотрите, бескрайние пески. Офигеть. Воды нету. Все, домой надо ехать тогда. Свежий путь по Захаровке. Сразу на Даркалах выйду. Так будет лучше. Короче, вернее, чем через Житай ехать. Смотрите, какая река. Рыбаки, он рыбачит где. Охренеть. Вода упала вообще напрочь. Да, ловить здесь нечего. Я не по той дороге уехал. Но все равно я сейчас на Даркалах выйду. Вот с левой стороны Лорповские причалы. Вон, кран стоит. И выйду на трассу. Я должен был там правее выйти. Не по той дороге свернул. Все, уезжаю на Даркалах. Всем большое спасибо за просмотр. Сегодня день безрыбья. Машину надо смотреть.